В Доме правительства сегодня собрались представители министерств и ведомств, а также главы районов. Кто и как работал, чтобы сохранить два государственных языка? Этот вопрос стал главным в повестке заседания Совета. Следует отметить, что результаты 2022 года лучше результатов 2021 года. По словам министра юстиции Рустема Загидуллина, из 15 показателей не достигнуты 5. Лишь половина всех республиканских мероприятий проводят на татарском языке. Чуть больше половины детей татар в школах и детсадах обучают на родном языке. В аэропортах, ЖД и автовокзалах не вся информация представлена на двух государственных языках. В автобусах и трамваях об остановках на татарском оповещают только в 9 из 10 случаев. На официальных сайтах некоторых министерств и ведомств информация представлена лишь на русском языке. По этим критериям сегодня в аутсайдерах Минтранс и Минцифры, Высокогорский и Азнакаевский районы. Органами публичной власти создано 6327 страниц в социальных сетях. Анализ социальных сетей органов публичной власти показал, что размещение новостных сообщений осуществляется в большинстве своем только на русском языке. Более активно работают сами жители. Так, в народный контроль поступило более 7 тысяч заявок. Из них решено 5,5 тысяч. В основном жители пишут об ошибках в названиях улиц или, если нет татарского перевода. Здесь в красной зоне оказались Алькеевский, Зеленодольский, Лаишевский, Отнинский, Апастовский районы, Казань, Альметьевск, Челны. Количество обращений в госорганы республики на татарском языке увеличилось в 4 раза. Это более 12 тысяч заявлений. Министерству транспорта, дорожного хозяйства нужно этот вопрос по оформлению на двух государственных языках информации на дорожных указателях, которые были установлены до 2022 года, привести в соответствие с законодательством. Это касается и вывесок, уличных аншлагов, мемориальных, информационных досок. Здесь это муниципальным образованием нужно все это согласование провести. Коллеги, но предварительно все это согласовать с Академией наук. В год национальных культур и традиций Алексей Песошин рекомендовал особое внимание уделить воспитанию детей. В республике готовятся к проведению летних оздоровительных смен, работают театральные студии. За год существования театр «Апуш» обучил более 100 детей из Казани, Балтасей, Арска, Собов, Высокой горы. Уже поставлено 4 спектакля. Сейчас эти дети, естественно, обучаются все на бесплатной основе. Казанская мэрия осуществляет этот проект. Конечно же, желание расширяться, естественно, эта возможность должна быть предоставлена большему количеству детей. Самое главное, закон должен быть исполнен на все 100%. В случае регулярного неисполнения этого поручения, она у нас уже отражается в дальнейшем на деятельности первых лиц или кто отвечает за это направление. Там уже есть дисциплинарные, финансовые, ну и вплоть до поставить на вид в случае системного нарушения и неисполнения закона. Также в этом году особое внимание уделят национальным праздникам. К примеру, удмуртский Гырон-Бытон пройдет в вселенной РИА Кукмарского района и соберет гостей со всей России. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.